очень позитивное настроение. Мы видим очень большой интерес к нашим продуктам. Я всегда говорю, чтобы вот эти санкции раньше 5 лет не сняли, иначе мы опять найдем легкие пути. Конечно, не надо иллюзий. Нас ожидает действительно тернистый и сложный путь. Если бы было все так просто, ушли западные компании, отечественные заняли их место. Закрыли поставки европейские партнеры, перешли на китайские, турецкие комплектующие. На практике все куда сложнее. Рост заказов для малых компаний в области машиностроения – это прекрасно, но надо отдавать себе отчет и в том, что крупный бизнес сейчас буквально борется за выживание. Пока до остановок конвейера на системообразующих предприятиях Татарстана не дошло и, будем надеяться, не дойдет, но санкции реально показали наши уязвимые места. И опять же, даже здесь свой плюс. Такой аудит был жизненно необходим нашей экономике. Были опасения, что слабым звеном для России станет так называемый софт или программное обеспечение. Практика показывает пока больше вопросов к электронике и компонентной базе. Она почти вся завозная. А вот отечественные IT-решения в виде наших аналогов Word и Excel другим приложениям есть. Более того, эта работа по импортозамещению иностранных продуктов будет продолжена. На наших IT-площадках в Иннополисе и Сколково, который, как было объявлено на этой неделе, переходит к более тесному партнерству. Набережно-Челнинский КАМАЗ и рад бы подписать десяток таких соглашений о партнерстве с российскими компаниями, но для этого нужно проделать колоссальную предварительную работу. При этом на раскачку времени нет. Как максимально сократить дистанцию между заказчиком и поставщиком? Мы уже рассказывали вам о таком инструменте, как Республиканский маркетинговый центр и его биржа по импортозамещению. Агрегатор реально работает, но всегда лучше, когда встречи партнеров происходят, что называется, face-to-face, лицом к лицу. В этом плане День поставщика мероприятие сверхактуальное. Организаторы форума мэрия Челнов и машиностроительный кластер Татарстана пригласили ведущие промышленные предприятия республики. Они заявили о своих потребностях. Топливные системы, турбокомпрессоры, коллекторы. Позиций много, объемы колоссальные для потенциальных поставщиков, а только в этом зале их собралось более 200 компаний из 14 регионов России. Это настоящий шанс. Для того же КАМАЗа сейчас наиважнейшая задача – сохранить работоспособность и коллектив. Для этого автогигант перешел на выпуск более простых грузовиков К3 из отечественных комплектующих. Конвейеры по производству более современных КАМАЗов К5 на предприятии собираются возобновить уже в январе следующего года. А для этого нужно найти достойную альтернативу поставкам из Европы. Приоритет в Челнах отдают, конечно, местным компаниям, прежде всего из Татарстана и России. За март месяц у многих в 2 раза выросли объемы загрузки. Прогнозы по апрелю, по маю продолжение дальнейшего роста. То есть уверенно смотрят предприятия. И многие предприятия это смотрят как шанс. У нас есть такая фраза, что в Челнах, в парках промышленных можно блоху подковать. Но это правда. Настрой оптимистичный, он всегда присутствовал, потому что мы всегда реализовывали пилотные проекты, мы всегда любили быть первыми. Удивительно, но факт даже для такого города, как Набережные Челны, где есть и КАМАЗ, и мощный промышленный сектор малых компаний с широким спектром компетенций, зависимость от импорта всегда была и есть. На самом деле удивляться этому не стоит. С одной стороны, это нормально быть открытым миру и лучшим технологиям. С другой, не нормально, если думать о развитии собственной науки и промышленности. Если мы создаем рабочие места за рубежом, это и выручка туда уходит, и бюджетный эффект уходит, и рабочие места туда уходят. Если мы создаем внутри России, все остается здесь. И нам просто не именуем рост экономики России, если мы локализуем по максимуму производство Российской Федерации. Все комплектующие были именно английские. Вот эта педаль, она закупалась из Норвегии. Фарид Хабиев добился удивительного эффекта. Сегодня предприятия, с которыми работает его компания, это ведущие в стране производители автобусов и автомобилей, давно забыли, откуда они завозили ту или иную деталь. Из Норвегии или из Англии, какая разница, если Кора давно научилась делать и лучше, и дешевле. Делаем так, от дизайна до постановки на производство. Спрашиваем, а сможем ли усилиями таких компаний, как Кора, максимально быстро заместить всех европейских поставщиков хотя бы в Автограде? Фарид Набиевич не спешит обнадеживать. Во-первых, малые компании сами страдают от импортной зависимости по отдельным позициям. Во-вторых, по некоторым направлениям нужны особые компетенции и технологии. Их пока нет. Что касается нехватки станков, оборудования для Челнов это как раз-таки не проблема. Что касается простых деталей, то это будет очень быстро. А то, что связано с электроникой, с чем мы сейчас тоже столкнулись для наших новых разработок, это селекторы для группы ГАЗ, то надо будет время для того, чтобы перейти на новых поставщиков.
И все же предприниматели в Челнах верны себе. Они по натуре оптимисты и верят, что стакан по импортозамещению скорее полон, чем пуст. Вот и Александр Чернявский доволен, что работы в ближайшее время будет очень много. Заявок, наверное, в 3 раза больше, чем обычно. Есть и компетенции, и оборудование, и технологии. То есть, я думаю, мы можем заместить достаточно много, то, что ранее использовалось по импорту. Момент истины уже наступил. Сегодня мы все в одной лодке, и власти, и крупный, и малый бизнес. Остается только поймать попутный ветер в паруса и усердно работать. Тимур Бекмурзин, Роман Безменов. 7 дней.